Это уже третья совместная рабочая поездка представителей Государственного инвестиционного агентства и отдела развития предпринимательства Министерства экономики с целью ознакомления с состоянием бизнеса и инвестиционного потенциала в городах и районах республики. Ранее они посещали города Гал и Тхарчал. Во время встречи с главой администрации Нового Афона Феликсом Даутия обсуждались вопросы развития бизнеса в городе. Туризм – главная бюджетообразующая отрасль в Новом Афоне, и здесь немало частных гостиничных предприятий. При этом доля иностранного инвесткапитала невелика. В основном существуют совместные партнерские компании, где часть бизнеса принадлежит инвестору, подчеркнул Феликс Даутия. В городе у нас фактически можно сказать, что иностранных инвесторов в городе нет. В основном это жители Абхазии, жители нашего города. На сегодняшний день нету таких объектов в Афоне, которые нуждались бы в инвесторе. Есть, конечно, объекты, которые нуждаются в капитальном ремонте, в капитальном строительстве, но эти объекты, опять-таки, я очень надеюсь, что не продадутся, а государство найдет возможность поддержать этих арендаторов, профинансировать или выдать им определенный какой-то кредит, чтобы они оставались хозяевами этих объектов. Администрация города всячески старается содействовать предпринимателям с оформлением и сопровождением необходимых документов для реализации в Новом Афоне тех или иных проектов. Представители Госинвестагентства совместно с отделом развития предпринимательства Минэкономики посетили несколько объектов отдыха и ознакомились с их состоянием. Предприниматель Саид Званбаев – владелец нескольких гостиниц и ресторанов в городе. По его словам, для развития бизнеса и привлечения туристов необходима государственная поддержка, а именно реклама абхазских ресторанов и отелей на международных выставках за рубежом. На другом объекте, курортном комплексе «Камарит», рассказали, что на сегодняшний день количество отдыхающих намного меньше, чем в прошлом году. Основная причина – рост цен в сфере обслуживания и питания, считает администрация «Камарита». Наша проблема в том, что у нас очень дорого, у нас даже брать продукты, вот это все, у нас очень это все дорого выходит. К сожалению, местных производителей у нас как таковых очень мало. То, что производят и то, что продают, тоже цены не столь доступны. По возможности мы опустили цены, исходя из того, что в этом году сезон у нас не важный. Представители Госинвестагентства также посетили компанию New Afon, предоставляющую услуги доступа к сети интернет в Новом Афоне. Она работает уже год, и на ее счету порядка 300 абонентов. Основные виды услуг на сегодняшний день пока у нас это сам интернет, Wi-Fi, то есть волокно, IP-телевидение, оно у нас было в таком тестовом режиме определенное время, но на сегодняшний день уже, в принципе, можно сказать, мы полноценно можем предоставлять услуги IP-телевидения, ну и на перспективу IP-телефония. В планах у Государственного инвестиционного агентства посещение и других городов республики. Затем будет сделан анализ собранной информации, на основе которого будут рассмотрены возможности оказания содействия развитию местных предприятий. Мы посещаем районы Абхазии с целью выявления предпринимательского потенциала, изучения ситуации на месте. По итогам визита во все районы мы планируем создать такую базу данных, где постараемся выявить наиболее перспективные отрасли реализации экономических проектов. Кроме того, планируем на основании анализа полученной информации создать перечень предложений для реализации, в том числе и путем вывода этих предложений на высший уровень. Это Министерство экономики, это Кабинет министров и по необходимости другие структуры. В ходе встречи представители Госинвестагентства проинформировали предпринимателей, что в Министерстве экономики работает горячая линия, куда они могут позвонить и получить консультацию по волнующему их вопросу. Алика Трапш, Беслан Чхинджерия, Абхазское телевидение.